Во-первых, это не война. Я бы хотел поставить сразу юридические точки. Говорят, ингушско-осетинский конфликт. Никакого ингушско-осетинского конфликта не было. Республика Ингушетия в Конституции Российской Федерации появилась в декабре 1993 года. То есть в Северной Осетии живут осетины, русские, ингуши, кабардинцы и так далее. Этот конфликт был внутри республики. Ингуши, осетины 100 лет жили и будут жить еще. Никуда не денутся ни те, ни другие. Но вся проблема была в Чеченской республике. В это время, в этом месте сошлись интересы федерального центра. Какие интересы? Федерального центра «Головная боль» Чеченской республики. И это надо было связать на крови. Ингуши проголосовали, мы остаемся в составе Российской Федерации. Дудаев когда сказал, вы с нами или остаетесь в России? Когда начали делиться, ингуши проголосовали, что мы остаемся в составе Российской Федерации. Ну а федеральный центр начал разбираться с Дудаевым. А Дудаев действительно отделяться хотел? Он хотел статуса как СНГ. Помните, в 1991 году ввели ЧП в Чечне. Войска окружили, там надо было решать проблему с Дудаевым. Но самое удивительное, нефть в Чечню шла на переработку. Все работало, все шло. И был такой хитрый, интересный момент. Раз-два интересы сошлись у федерального центра по Дудаеву. Давайте все это дело сделаем так. Мы придавим ингушей, Дудаев, как в войнах, он обязан пойти будет на выручку кому? Ингушам. И запылает все. В 99-м, может, там вперед, ракетами, танками, там уже мир был подготовлен. А тогда был мир не готов, чтобы Ельцин, демократически избранный президент, сразу начинал войну. Повод нужен был. И нужно было вытянуть Дудаева. Это был повод. Надо было Дудаева вытянуть. И под видом того, что какие-то идут танки с Малгобека, стоят какие-то аэродромы Су-25 в каких-то ущельях горных. Вот Грачев мне говорил, Руслан, вот тут у тебя в Галашках стоит аэродром Су-25. Я говорю, Павел Сергеевич, да там ингуши вообще асфальт не видели, какие-то Су-25. Что такое Су-25, ты же знаешь, штурмовик, ему разгон там нужен какой. Вот этот бред там был полный. На картах рисовали какие-то колонны идут с Малгобека танков, до 20 танков. Кто это делал в России? Я сказал руководство Российской Федерации. Президентом Российской Федерации был Ельцин, секретарь Совета Безопасности. Ельцину это лично было не нужно, головная боль такая. Скокову в Совбезе тем более не нужно. Ну, никому надо было разобраться с Дудаевым. Да. Было политическое решение. Ведь кто-то сказал, что давайте, есть момент хороший. Ингуши без власти. Дудаев может выйти, пока тоже еще не окреп. То есть только борьба с Дудаевым, вы считаете, не больше? Для федерального центра была только проблема с Дудаевым. Что появляется? Посмотрите. Идут войска. Я выехал на круг Череменск, там уже вовсю, на всех, где жили ингуши, мелом было написано «Ингуши». Теперь действие войск. Почему войска, высадившись в Беслане, пошли через Владикавказ? Потому что первый населенный пункт примыкает к Владикавказу, где живут ингуши компактно. И они пошли сюда. Если бы вы хотели бы развести враждующие стороны, развели бы их вот по этой дороге. Танки поставьте и все. А потом уже внутри, пусть внутренние войска с милицией разбираются. Разоружайте, судите и так далее. Но пошли не по другому пути. Войска пошли на Владикавказ, и с Владикавказа стеной пошли вот через ингушские населенные пункты, пошли на Ингушетию. Был Совет Безопасности, посвященный вот этому вопросу. Ельцин сидел, Галазов был, я был, члены Совета Безопасности. Я спрашиваю, Борис Николаевич, а можно спросить у министра обороны Грачева, как это так, говорю, партизанский батальон? Если 31-й конфликт только начался, они успели завести машины, взять оружие, совершить марш через туннель, по горной дороге, и так быстро успеть вот сюда. С какого бока они сюда приехали? У них-то задача была совсем другая. Вы вооружились что, специально против ингушей, что ли? Были помечены дома и все остальное. Что Грачев вам ответил при Ельцине? Глубокомысленно промолчал, покачал голову. А Ельцин? А что Ельцин сидел и слушал? Он-то прекрасно знал, что получилось. Ну, да. Дудаев, когда начался конфликт, сказал, что конфликт между ингушами и сильный, это внутрироссийская проблема. Я как бы другой статус имею, и никакого отношения к этому конфликту не имею. То есть по ингушам прошлись, а Дудаев занял позицию нейтрального. И Дудаев не вышел. И вот эта вся машина прошла до границы с Чечней и встала. Я когда увидел карту походного порядка, я говорю, Павел Сергеевич, а зачем для того, чтобы развести два народа, нужен град, самоходная артиллерия, ураганы? Он говорит, ну ты не понимаешь, ты что, кому сказки рассказываешь? Вот с этих пор я перестал с ним разговаривать. А Дудаев, он прекрасно понимал, что идут на него. Он тоже какие-то меры принял. Ну, было бы не в 94 году война, а в 92-м. Еще с худшими последствиями. Они с этой колонной хотели в Чечню зайти, их заманили бы и там уничтожили. Самый интересный другой момент. Когда десантники шли в этот, Псковская дивизия, сидит один офицер, который служил в Афганистане. Он меня видел, подошел ко мне, поздоровался. И я смотрю, у него сидят в шапочках с белыми повязками. Я говорю, кто у тебя сидит там на БМД? Он говорит, наши проводники. Я говорю, какие проводники? Ну, проводники, они нам показывают, где ингушские дома. Я говорю, а ты что, с ингушами воюешь? Он говорит, да, нам сказали. А потом, когда я приехал в больницу в Корца, и там в больницу занесли раненых, там всех подряд,
Я был в форме генеральской, и один боевик подбегает ко мне, филистинский, говорит, вот, товарищ генерал, говорит, вы поправьте там десантника. Вот танкисты лучше воюют, чем десантники. Я говорю, хорошо, поправим. Сейчас все поправим, будем поправлять.